Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. С началом весны вступили в силу правила приема в вузы, утвержденные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в конце прошлого года. Именно на этот документ ориентируются и абитуриенты, и высшие учебные заведения накануне приемной кампании. А она у нас уже на подходе. О том, чего ждать абитуриентам в этом году, и мы прямо сейчас в деталях обсудим с гостем нашей студии, первым заместителем министра образования и науки нашей республики Михаилом Присяжным. Михаил Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте, Ирина Владиславовна. Приветствую. Ну, раз я начала с того, что вступили в силу изменения, давайте прямо с этого начнем. Какие основные, ну, понятно, что их, наверное, много. Какие основные изменения? Что нужно знать абитуриентам? Ну, да, родителям? действительно, вступили. Но вообще, конечно, каждый год все меняется, жизнь идет. Государство очень много уточнялось в последние годы для того, чтобы правильно ориентировать население, да, относительно того, куда поступать, что будет востребовано, что нужно государству. И важно, наверное, что вот эти правила, которые сейчас вступили, они будут действовать до 2029 года, то есть порядок отбора, порядок поступления вступил. То есть это определенная стабильность на несколько лет. Есть ряд нововведений. Он касается платного обучения, он касается подтверждения, да, поступления, ряд других, которые вот сейчас мы их изучаем, смотрим. И они, конечно же, обязательно отражаются в правилах приема в тот или иной вуз. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну вот, я, насколько понимаю, самый большой сюрприз поджидает тех, кто будет поступать на платное отделение. Вот или сразу, или когда баллов на бюджет не добрали. То есть там тоже какой-то свой конкурс будет, причем серьезный, да? Какие там изменения? Во-первых, очень важно, что буквально несколько дней тому назад, плюс к вот этим документам, которые вы правильно отметили, Минобрнауки России, который утвердил, также Государственная Дума Российской Федерации во втором и в третьем окончательном чтении приняла изменения, касающиеся ограничения платного приема. Ну, ограничения какого рода? То есть количество вузов, мест для платного набора, для коммерческого набора, который будет устанавливаться до начала приемной кампании, оно не может меняться уже в ходе нее. То есть это такое существенное изменение. Что касается самого количества мест, то уже в последние годы и государство это регулировало, и вузы сами регулировали. Конечно, это связано с возможностью инфраструктуры вузов, то есть места. Поэтому понятно, что существовали специальности, по которым большую часть обучающих составляют ребята, обучающиеся за счет бюджета, и практически платных не было. К сожалению, к таким специальностям, спектру, мы с вами знаем, относятся, например, педагогические специальности, технические специальности, по которым вот государство ожидало, выделяло большее число мест, да, но достаточного числа абитуриентов не было, критическая масса. И там практически платных их и не было. И в то же время есть целый ряд направлений подготовки, когда ребята просто уже, да, в ходе приемной кампании, видя, что не проходят на бюджетные места, стремились в любом случае поступить на платной основе. И вот здесь государство пытается поставить ограничения. Или не пытается, а уже поставило, и это уже будет учитываться в ходе приемной кампании. Поэтому, конечно, это надо учитывать и самим поступающим, и их родителям. Ну, то есть платных мест по факту будет меньше? Нет, почему? Я не могу сказать в масштабах страны. Просто не будет возможности увеличивать их в ходе приемной кампании. Соответственно, если будет установлено, что вот группа бюджетных 20 мест, да, и 10, например, платных, то если даже будет конкурсность больше, когда на бюджетные больше конкурсность, бюджетных же мест больше не появляется. То есть их было, и просто те, кто не прошел, соответственно, они да. А теперь, получается, такое же ограничение и для платных устанавливается. По факту, многие последние годы такое же на конкурсной основе зачислений на платные места было в ведущие вузы страны. Да. Ну, например, МГТУ Баумана, да, Московский госуниверситет, который вы заканчивали, да, соответственно, там даже и на платной основе это конкурс был. И здесь государство пытается, да, отрегулировать, чтобы те вузы, которые просто массово набирали, да, в основном платный прием, чтобы у них такой возможности не было. Ну, то есть вузы меньше заработают? Наверное, да, но для государства очень важно, что та часть действительно абитуриентов, да, которая была способна, да, поступить сама на бюджетные места, на многие специальности, но по каким-то причинам не выбирала
теперь они будут как бы мотивированы все-таки. Потому что им не удастся поступить, во-первых, на коммерческое место, если они не выдержат конкурс. Во-вторых, у них появится возможность поступить на бюджетные места в колледжи и техникумы. Государство эту задачу тоже ставит, обеспечение рабочими кадрами. И третье, соответственно, они могут посмотреть другие варианты, в том числе воспользоваться поступлением на целевые места. Государство же к этому вело. То есть довольно значительное число мест выделяется для поступления в рамках квоты целевого приема. Она остается невостребованной. Человек на целевой прием не соглашается, идет на общий конкурс, не проходит на бюджет, идет на платный. Теперь вот государство говорит, подумайте. А целевой прием – это как раз то, о чем мы говорим, это обязанность потом отработать в определенном регионе. Да, ну как раз вот везде же сейчас об этом говорят, о том, что о необходимости восстановления обязательного распределения по итогам обучения. Это вот в стенах и Государственной Думы, и Совет Федерации об этом упоминал. Вот. А целевой как раз это вариант, когда, может быть, чуть-чуть более льготными условиями ты поступаешь, в период обучения ты наряду со стипендией, которую получают твои однокурсники, поступившие на бюджетные места, ты еще дополнительную стипендию получаешь от работодателя либо от региона. Плюс у тебя производственная практика гарантированная, тоже оплачиваемая, и тоже там сумма сейчас существенная, от 40 тысяч и более установлена. И плюс у тебя гарантированное трудоустройство. Ну и при этом по целевым в прошлом году и на федеральном уровне, и у нас в республике мы отрабатывали с депутатами Госсобрания нашего Илтумен Республики. Это то, что теперь срок отработки, он от 3 до 5 лет, то есть вилка такая. Если раньше в основном все говорили 3 года, 3 года. Да, то сейчас может 3 быть установлено, 4-5, в зависимости от того, как. А кто устанавливает это? Заявку саму подает заказчик или работодатель. Причем с прошлого года вот вообще режим целевой, поступление на целевые места, он сильно изменился. То есть если раньше все-таки вот поиск целевого места, поиск потенциального работодателя, заказчика, да, составление договора предварительного, это все в основном ложилось на плечи абитуриента и его родителей. Да, они бегали, они искали, соответственно, нужно было до окончания приема документов это все подать, чтобы участвовать в отдельном конкурсе, до общего конкурса. С прошлого года государство создало портал, называется «Работа в России», в котором обязательно, и вот сейчас как раз это идет, с 10 мая по 10 июня, месяц есть у работодателей и заказчиков разместить свои предложения. То есть они на федеральном портале «Работа в России» пишут, хотим такую-то специальность, такое-то место бюджетное в таком-то вузе, под такую-то вакансию с такими-то условиями с нашей стороны. И, соответственно, абитуриенты в ходе приемной кампании, они туда, это было в прошлом году, в этом году уже это еще усовершенствовано на федеральном уровне, они пишут, да, я с этими условиями согласен. Если буду зачислен, я подпишу договор и отработаю потом по итогам обучения. Ну и также вот с прошлого года тоже одно из нововведений, оно в этом году уже такое полностью вступившее, это то, что сам договор абитуриент, который становится студентом, то есть уже студент и будущий его работодатель подписывают не до зачисления, а после зачисления. То есть он становится студентом, и после этого они уже скрепляют свои взаимоотношения вот этим договором о целевой подготовке. Ну, в принципе, логично. Это логично. Это государство, в принципе, сделало прозрачным механизм. То есть если раньше непонятно было, задавались вопросы, как я могу туда подать, кто туда подал, то теперь это все в информационной системе видно. Ну и кроме того, что еще тоже очень важно, что тогда шанс сейчас воспользоваться этой мерой поддержки получают и те, кто уже учится. Потому что работодатель размещает, хочу специалиста такой-то специальности, такого-то вуза, с такими-то условиями с моей стороны. И туда даже могут обратиться те же самые обучающиеся платно, кто учится, например, на 2-м курсе, на 3-м или на 4-м. И про взаимном согласии это вот получается быстрее заказчик получит специалиста, а для обучающегося это возможность, что его расходы на обучение возьмут на себя, и плюс еще практика. Да, ну вот такие вот. Это вот государство то, что сделало за последние несколько лет. И вот сейчас мы видим, что принятые правила приема, порядок приема, утвержденный Минобрнауки России, будет действовать до 2029 года. Государство вот таким образом пытается создать новый инструмент стабильного обеспечения кадрами. Ну и не плодить
как если просто говоря, да, вот с дипломами юристов, экономистов, Да, конечно. Те, которые... которые на рынке труда, нет необходимости в них. И этим людям ну, как бы себя обманывали, да, в какой-то степени. То есть получали вроде бы тоже высшее образование, ну реально высшее образование, дипломы государственного образца, но по тем направлениям подготовки, по которым не так много вакансий и не так они востребованы на рынке труда. А вот в вузах какие настроения в связи с этим новым порядком? Ну, на самом деле, вузы, они же у нас государственные вузы. Даже если это не государственные вузы, они действуют по единым правилам. Поэтому мне кажется, что здесь на любое нововведение, это, конечно же, будет адаптация, они будут заниматься этим вопросом. Таких особых волнений мы на данный момент мы не видим, не ощущаем. Потому что, в принципе, вот тот же платный прием, да, он в последние годы, надо сказать, снижался. Потому что государство очень серьезным образом увеличило количество бюджетных мест. То есть это вот такая тоже политика была, которую президент страны активно проводил. То есть количество бюджетных мест росло, но просто в последние несколько лет существенным образом именно росло количество бюджетных мест и доля инженерных специальностей. Но тех, кто туда поступает, не увеличивалось количество. Поэтому государство таким образом уже дает понять, и не зря утвердило в длинную правило приема, что все-таки ребята, которые сейчас учатся в 4 классе, в 5, в 6, это на них тоже ориентировано. Что смотрите, какие производства создаются, какие специальности будут государством поддерживаться, в том числе в период обучения. Пожалуйста, заранее предпрофильную, профильную подготовку подходите и готовьте себя к этому поступлению. Потому что ведь мы же не секрет, что платные вузы, да, особенно в предыдущие годы, они и немножко вольно распоряжались, да, и экзаменами, которые они устанавливали, да, и где-то они баллы предполагали более низкие, чем государственные вузы. И это каким-то образом ну, не очень хорошо влияло на выбор людей. Ну, насколько я понимаю, сроки подачи документов уже определены. Да, ну сроки, они много лет не менялись, они такие остаются. То есть 20 июня это единый старт, единый день начала работы приемных комиссий. И вузы, ну и также колледжи, техникумы. Потому что не секрет, что в вузах есть и эти образовательные программы. Ну и завершение приема, оно также определено, это июль месяц. Единственное, что, как всегда, вот все-таки главный документ для любого абитуриента – это правило приема в определенный вуз. Почему? Потому что наряду с теми специальностями, по которым идет поступление по результатам ЕГЭ, также есть и специальности, которые предполагают дополнительные испытания. Ну, это творческие специальности, да, мы знаем с вами, архитектура, например, физическая культура и спорт. Ну, и мы знаем, что для отдельных категорий поступающих абитуриентов также могут проводиться вступительные испытания, которые устанавливаются вузом. Понятно, что для того, чтобы эти испытания были проведены, для этих категорий абитуриентов прием документов заканчивается чуть раньше. Он утверждается в правилах приема каждого вуза. Ну, это вот та же журналистика с творческим конкурсом. Да, журналистика, естественно, конечно. Та же архитектура с Где отдельными необходимо экзаменами. собеседование, да, где есть отбор. Дизайнеры с портфолио. Дизайнеры, да, это все эти категории обязательно проходят. А контрольные цифры в приема в вузы? Ну, у нас контрольные цифры приема уже не первый год, уже, по-моему, 5-й год, утверждаются замного заранее. Они известны практически за год до начала приемной кампании. Давайте напомним зрителям, Да, тоже ну, покажем. да, если вот можно посмотреть, и в целом по Российской Федерации, как я уже сказал, они у нас увеличиваются существенно. И в основном это поддержка, да, технических специальностей. Потом вот из того, что мы с вами помним, совсем недавно был год педагога и наставника в Российской Федерации, тоже по инициативе президента страны, поэтому увеличивались места и на педагогические специальности. И если посмотреть только в вузах на территории республики, то мы почти под 6 тысяч мест у нас с вами. То есть там 5, да, если мы посчитаем, это в том же Северо-Восточном федеральном университете, вот как раз можно видеть 4065 мест. И далее во всех вузах это все за счет федерального бюджета. Но когда эти места вузы получают, они его получают на основе конкурса, то заявку дает регион. То есть мы, в принципе, исходя из своих потребностей, подаем, и дальше уже вузы участвуют в конкурсном отборе. Ну и вот Высшая школа музыки, у которой не так много бюджетных мест, это наш региональный бюджет, наш единственный вуз, но тоже очень хороший, очень качественный. Ну и таким образом мы с вами видим, что даже если посмотреть на количество бюджетных мест за счет федерального бюджета на территории республики и количество сдающих единый государственный экзамен, они примерно соизмеримы.
Кроме того, конечно же, многие наши ребята имеют возможность, да, и поступают в вузы за пределами республики. Таким образом, обеспеченность высокая. Ну, за пределами республики это в основном речь идет о центровузах, прежде всего о столицах, да, о Москве, о Петербурге. Я вот просто вспомнила недавнее высказывание Валентины Матвиенко о том, что неплохо бы ограничить вообще для поступающих в регионы количество мест. Вот как... Нет, ну наоборот, страна ведь с этим много лет боролась, все последние десятилетия, как раз чтобы было равенство возможностей, чтобы действительно ребята, которые участвуют в конкурсах, в олимпиадах, хорошо учатся, чтобы они могли поступить в тот вуз, который они хотят. И республика сделала для этого очень много. То есть у нас на самом деле сейчас вот обучаются, мы контактируем с ребятами, со многими из них. Сейчас у нас 32 города в Российской Федерации, в которых наибольшая концентрация наших ребят. Это и, конечно, столицы, которых вы назвали, ну и это вплоть до Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Благовещенска и так далее. Ну, я считаю, что этот тезис, он достаточно спорный. Потому что не надо ограничивать поступление лучших, нужно просто создавать возможности, чтобы ребята поступали больше на целевые места, чтобы потом могли себя реализовать в своих родных регионах. То есть в основном же для этого государство работает. Ну, чтобы условия были созданы в регионах для того, чтобы... Конечно. Мы же хотим, чтобы стабильно страна равномерно развивалась, все регионы равномерно развивались и были обеспечены кадрами, а не просто проходил, вот, как говорится, пылесос кадровый, в том числе, когда идет переток в какие-то центры. Но с этого года для всех вузов установлено единое максимальное количество специальностей и направлений подготовки, на которые можно одновременно подавать документы. Вот это как отразится на ходе приемной кампании? Ну, это упорядочивает действия, взаимоотношения и поступающего, и вуза, потому что для вуза это четкое понимание, да, что реально сколько у него физических лиц, да, поступающих. Что мы же помним, когда только-только начинался этот процесс, были ситуации уникальные, когда, например, на 35 специальностей подавал абитуриент. Были такие ситуации, причем самого разного профиля, да, от филологии до там, горного дела. Сейчас есть установлено единое количество, и так же, как и остается то количество вузов, которые можно подать, то есть не более 5 вузов и не более там, 5 специальностей направлений подготовки внутри каждого вуза. На мой взгляд, это упорядочение, это лучше, потому что здесь, вот, собственно говоря, есть возможность и свои шансы реально оценивать для абитуриентов, и вузу понимать, сколько поступает абитуриентов. Тут вопросы от зрителей уже поступают. Когда будет уход от Болонской системы? Ну, он же идет, он практически уже и в прошлом году, он в экспериментальном порядке пошел. Это занимается Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Валерий Николаевич Фальков. И, наверное, мне кажется, здесь вот, ну, те, кто обратился, и родители, да, мы можем предложить, рекомендовать, ссылки дадим, каким образом, в каких вузах это происходит. Ну и Болонский просто процесс, мы же понимаем что его минусы своего времени. То есть это шла определенная унификация нашего образования, подстраивание его под какие-то внешние стандарты с целью дать возможность тем, кто наши земляки получат такое образование, потом работать где-то за пределами. У страны сейчас таких задач нет. Есть очень много задач внутри страны, где нужно реализовать вот, потенциал нашего населения. И поэтому хорошо, что мы по многим программам вернулись и к продолжительности, и к самим программам, и к содержанию той подготовки, которая есть у нас в отечественном высшем образовании. Но те, которые сейчас учатся на бакалавриате, они должны иметь возможность окончить магистратуру, я правильно понимаю? На самом деле, конечно, и бакалавриат, и магистратура – это уровни образования высшего были, но просто мы видим, что даже несмотря на то, что довольно долго этот период продолжался, рынок труда, требования к работающим, они были выше, например, чем требования к бакалаврам. Да. И, соответственно, в любом случае это как бы считалось промежуточная некая часть. То есть бакалавр, да, высшее образование, но тем не менее нужна была магистратура, то есть докрутка. Сейчас государство все-таки специальности, вернее, да, восстанавливает. Ну и, соответственно, на наш взгляд, для рынка труда это будет гораздо лучше. Я напомню
Номер телефона студии 42 14 39, код города 841 12 и номер мессенджера, на который можно отправлять сообщения 8 914 235 0502. И с этого года вернулось согласие на зачисление и исчезло требование о предоставлении подлинника аттестата. Вот что это значит? Это усложняет или упрощает, наоборот? Ну, опять же, это можно во много вузов подать, если подлинник да. не нужен? Да. Ну, нет, количество вузов, опять же, ограничено. То есть до 5 вузов, 5 вузов можно подать. И здесь, опять же, это делает более прозрачным процесс поступления. Почему? Потому что регистрация на госуслугах, она позволит спокойно подтвердить свое решение о зачислении. Соответственно, это не будет связано с подлинником. Это гораздо проще. Почему? Потому что были в предыдущие годы, и вот мы внимательно тоже общаемся с коллегами из Минобрнауки России, Минцифры России. В прошлые годы были случаи, когда абитуриенты, которые вроде бы подтвердили свое зачисление и куда они положили подлинник, говорили, что это была техническая ошибка. Сейчас вот специалисты таким образом информационную систему выстроили, что там в несколько кликов нужно будет подтвердить свое зачисление. И тогда этот твой статус, он уже никуда не денется. Ты станешь студентом точно, без всяких обжалований. Причем того вуза, который ты выбрал, куда ты поступил. Да, это тоже, потому в принципе, что я слышала защита. вообще душераздирающие истории про то, как подлинник не отдавали. Да, и такое было. То есть некоторые вузы не хотели расставаться с теми или иными абитуриентами, искусственно затягивали выдачу подлинника. И это приводило к тому, что человек вот оставался у разбитого корыта. Здесь получается, что, ну и все-таки, видимо, вот охват, да, населения возможностью регистрации в госуслугах, возможности подачи документов в электронном формате, который вот как вариант есть, и, соответственно, подтверждение своего статуса, он все-таки сейчас уже дошел до хорошего уровня. Возвращаясь к целевому обучению, с этого года абитуриенты, поступающие по целевой квоте, смогут добавить себе баллы за участие в мероприятиях по профориентации у конкретного заказчика. Да, ну мы знаем с вами, что дополнительные баллы, да, баллы за достижения, они, в принципе, давно в правилах приема в вузы присутствуют. Ну, это за ГТО? Да, это волонтерская деятельность, это ГТО, это различные олимпиады. Это очень хорошая форма. Но это была всегда возможность максимум 10 баллов. Соответственно, к результатам ЕГЭ, в соответствии с правилами приема конкретного вуза, можно было добавить, ну, бывало 3, 5, ну, многие 10 баллов. Теперь же появляется возможность еще 5 дополнительных баллов получить. Почему? Потому что работодатели и заказчики, которые будут привлекать к себе абитуриентов для поступления на целевое место в своих интересах, они могут дать дополнительно еще 5 баллов к баллам ЕГЭ и к вот этим 10 тем, кто участвовал в профориентационных мероприятиях. Это, конечно, и билет в будущее, это и предметные олимпиады, это и вот как у нас, например, да, конкурсы там, будущих железнодорожников, то, что железные дороги Якутии проводит, или там, например, моя профессия IT. Вот за это очень важно. Таким образом, есть возможность выбрать, прежде всего, в качестве целевика и поддержать того абитуриента, который несколько лет шел к этой цели, который уже был связан с предприятием, который, возможно, его посещал, который, возможно, учился в фирменном классе, в профильном классе определенной предприятия или организации. И если вот экзамены ЕГЭ будут равными примерно с другими, то вот эти баллы, они помогут ему отдать предпочтение. Именно ему поступить, да, на это целевое место. Это тоже, на наш взгляд, хороший механизм. Но это именно для целевых мест же, правильно? Да. Также вместе с правилами приема вступил в силу перечень вступительных испытаний для каждого направления подготовки и специальности. Вот для чего это необходимо? Ну, просто мы знаем, что был период, когда практически все поступление в нашей стране в вузы перешло на формат ЕГЭ. То есть, по сути, бесконтактное поступление было. То есть человек сдает ЕГЭ в школе, дальше он любым удобным способом, да, подает свое заявление. На первых порах даже мы помним, что нужно было предъявлять даже сами сертификаты ЕГЭ. Потом и от этого ушли, потому что вузы просто заходили в единую федеральную базу данных и сами получали эти баллы, сверяли. Вот. Но сейчас ведь часть вузов, опять же мы с вами говорили о творческих, да, вузах, требующих дополнительных испытаний. Кроме того, это те, кто сдает экзамены в вуз на основе своего диплома после окончания колледжа или техникума, и отдельные категории граждан. И есть ряд вузов,
тот же самый Московский государственный университет, которые возвращают, они вводят дополнительный экзамен, который позволяет все-таки дополнительно посмотреть, что за абитуриент, и за это отметить с очень хорошими конкурсами. И вот для того, чтобы и этот процесс упорядочить, чтобы не было так, что 5 вузов, одна и та же специальность, а перечень экзаменов разный и содержание. Государство этот момент упорядочивает. То есть тогда абитуриент, он заранее понимает, что на эту специальность в любом вузе страны будет такой перечень вступительных испытаний, и будет опубликована примерная программа содержания, что там должно быть внутри. То есть это тоже, опять же, для прозрачности. Упрощает. Это, да, это понимание того, куда ты поступаешь, и для подготовки более серьезной к поступлению. Ну, что ты заранее мог выбрать Заранее, те ЕГЭ, да, которые... Да. Потому что и не только ЕГЭ, здесь же получается не только ЕГЭ, здесь же и заранее понимать, что плюс к ЕГЭ, который ты выберешь, тебе еще надо будет сдать определенные вступительные испытания, и поэтому их содержание, оно установлено единых. То есть и оно уже не будет меняться 5 лет ближайшие. Ну, да? Надеемся, если только не будут появляться новые специальности какие-то. А, кстати, какой прогноз на появление новых специальностей? Но они постоянно появляются, существенно. Вообще в этом году, вот в этом году, если говорить о приемной кампании 2025 года, то в вузовской части не так много изменений. До этого каждый ежегодно шли. Сейчас только надо будет отслеживать продолжительность обучения, сроки, в том числе в связи с вот этим отходом, возвращением в национальную систему суверенную от Болонской системы. Но очень много изменений, я скажу, в колледжах и техникумах, потому что изменились, опять же, сроки программ, их наименования, их шифры. Поэтому очень внимательно надо смотреть правила приема. А вот, кстати, правда ли, что если раньше после колледжа профильного или техникума можно было поступить в вуз практически сразу там на какой-то курс, чуть ли не без испытаний, то теперь это будет сложнее? На самом деле, вот то, что без испытаний, это давно ушло, его давно нет. Просто последние годы была ситуация, когда те, кто заканчивал колледж или техникум, и при поступлении в вуз у них был выбор. Либо единый государственный экзамен, либо вступительные испытания, которые вуз проводит самостоятельно. Большинство выбирало вступительные испытания, которые вуз проходит самостоятельно. То есть и больше времени на подготовку, и программа, и адаптация. И ЕГЭ сдавать, если ты после 9 класса ушел. И здесь была ситуация такая, что вот неважно, какой профиль колледжа или техникума у тебя был, ты мог потом в вузе поступать на что угодно, любое другое. Вот государство именно это сейчас упорядочивает. В этом году пока решение не принято, то есть решили отложить еще на 1 год. Со следующего уже года будет принято решение, что будет поступление по профилю. То есть будут определены, такое было когда-то у нас в стране, то есть, соответственно, если ты оканчиваешь один профиль, например, в колледже, будет определен перечень направлений подготовки, по которым ты можешь поступать в вуз. Вот это пытается государство установить. Это, скорее всего, будет в следующем году. И аналогично... В смысле, по которым ты можешь поступать в вуз без ЕГЭ, правильно я понимаю? Да. И аналогично же сейчас идет, уже было обсуждалось, просто пока тоже на 1 год отложили, с учетом того, что дети же заранее планируют, государство не может так резко изменить. Это то, что изменится перечень вступительных испытаний ЕГЭ для поступления в вузы по техническим специальностям. Потому что ряд последних лет была возможность или выбирать. То есть, например, многие поэтому выбирали не физику, а информатику. А при обучении по большинству технических специальностей все-таки физика приоритетная. И поэтому, она сложнее намного. Во-первых, она сложнее, и потом именно по ряду специальностей она именно ведущей является. Поэтому вот со следующего года в правилах приема и это изменится. То есть, соответственно, будут определен перечень специальностей в вузах, в которых по правилам приема будет физика, без или. Соответственно, это заранее дали возможность еще абитуриентам вот этого года. Прикрыли, в общем, еще и эту лазейку. Тоже государство таким образом стимулирует, чтобы подготовленные ребята поступали. И заранее осознанно себя к этому готовили. Как вот насчет целевых мест, какие будут требования предъявляться? Сколько у нас, какие у нас места, сколько у нас мест будет, какие требования, поменялись ли они
в связи с предыдущим годом? Ну, конечно же, как я уже сказал чуть раньше, с прошлого года, 2024 года, существенно много что изменилось в целевых местах. То есть теперь государство через портал «Работа в России» дает возможность прозрачно видеть, какие есть целевые места в любом вузе. Они, конечно, информация об этом, конечно же, размещена и на сайтах любого вуза. Но, конечно, важно, что абитуриент и законные представители родители могут посмотреть через портал «Работа в России». Ну и, например, у нас на территории республики, вот мы совсем недавно видели, да, слайд здесь, по поводу количества бюджетных мест Российской Федерации. Так вот, у нас тоже на территории республики, в вузах, например, определено квота целевого приема чуть более 1000 мест. Они тоже видны, по ним тоже режим поступления проходит до основного конкурса. И это, соответственно, большое число. То есть это не менее 10% по каждому направлению подготовки. Других таких существенных изменений нет, но мы их уже обговорили. Да? Срок отработки мы сказали, вот, режим поступления. Дополнительные баллы. Да, и принципиально важно, еще, наверное, да, одно из нововведений, правильно отмечаете, то, что это один вуз, одно направление подготовки. Это целевой характер, это правильно. Ну и при этом поступление в рамках квоты целевого приема, да, на целевые места, оно не запрещает, например, поступать подавать также заявление на общий конкурс. То есть здесь тоже важно смотреть, что можно подавать на одну и ту же, да, специальность, получается 2-3 заявления. Ну, некоторые так и страхуются. Вот у нас вопрос от зрителя. Говорят, что в каждом регионе свой уровень сложности по сдаче ЕГЭ. Так ли это? Нет, конечно. Насколько сложные варианты представляют нам в Якутии? Нет, конечно. Такого никогда, во-первых, и не было. И, во-вторых, ЕГЭ сейчас настолько прозрачный механизм. То есть все это фиксируется, и валидность вся это достигнута, и варианты, и контроль. И наш Центр мониторинга качества образования, он очень все это контролирует. Полностью везде все стоит, и камеры, и все. И понятно же, что единый центр разработки этих материалов. Нет отдельно ЕГЭ для каких-то регионов. А какие меры принимаются для повышения привлекательности наших вузов, республиканских я имею в виду, для абитуриентов из других регионов? Ну да, очень хороший вопрос. Я просто вспоминаю, как представитель Якутии, да, я все время как-то относился с таким, что вот если наш вуз, то должны учиться преимущественно жители нашего региона. И так и относились мы многие годы. А сейчас ситуация изменилась. Сейчас мы действительно видим, что вузы наши получили развитие, гораздо больше у вузов возможностей, больше бюджетных мест, их статус. И мы бы так же, как и представители других регионов, конечно, будем рады, если к нам будут приезжать студенты из других регионов. Это важно. Они могут здесь оставаться, могут работать. Привлекательность в основном, конечно, за счет инфраструктуры, за счет взаимодействия, за счет того, что их могут приглашать на работу, чтобы мы с вами не дожидались, например, программ таких федеральных, как «Земский учитель», да, а чтобы мы могли и здесь готовить тех ребят, которые хотят к нам приехать, хотят здесь жить и работать. Ну и при этом мы прекрасно понимаем, что есть конкуренция, да, с другими регионами страны, куда и наших также хотят видеть, с удовольствием хотят видеть, потому что это тоже будущие молодые специалисты, которые будут жить и работать. Поэтому, конечно, мы с вузами работаем, вузы федеральные, но регион делает максимально, чтобы более комфортные условия были, чтобы было больше возможностей, чтобы были возможности заниматься научной деятельностью, чтобы были возможности получать более лучшее образование во взаимодействии с нашими предприятиями и организациями региона преимущественно. Ну и тот большой проект, который сейчас и глава республики продвигает, это тоже федеральный проект участия в конкурсе на создание межвузовского кампуса. Это тоже очень важно, когда несколько вузов, работающих у нас здесь в Якутии, получат дополнительную инфраструктуру совместную, которая сделает привлекательным обучение для кого-то из-за пределов. Но вот наши вузы проводят профориентационные мероприятия различные. Можно ли сказать, что приемная кампания, она показывает эффективность этих Ну, конечно. То есть видно это и по количеству абитуриентов, которые обращаются, по количеству поступающих. Ну вот ситуация, например, нашего главного вуза, да, и нашего, и в целом северо-востока страны, Северо-Восточного федерального университета, мы сейчас видим, что количество иностранцев, иностранных студентов значительное стало. Но оно значительно больше и количество тех, кто обучается, представителей других регионов России.
Вот такая ситуация. Мы тоже понимаем, что транспортные ограничения, там многие другие ограничения. Поэтому мы видим, что вуз достаточно привлекательный, но есть ограничения, которые препятствуют тому, что еще больше желающих сюда могут приехать и учиться. Ну и тот же возьмите Арктический государственный институт культуры и искусств, который сейчас и в программе «Приоритет 2030» уверенно входит, и он, в принципе, позиционируется и федеральным центром, учредителем Минобрнауки России, и нашей республики, как ведущий вуз по креативным специальностям и для Арктики, и для Севера. Он очень привлекательный, но надо помогать развитию его инфраструктуры. Михаил Ильич, у нас с вами можно бесконечно разговаривать, но время у нас вышло. Последний вот просто совет выпускникам, их родителям, которые, для которых вот, собственно, уже кампания начинается, что бы вы посоветовали? Ну, что же, уверенности при сдаче единого государственного экзамена, вот буквально стартуем, чтобы были очень хорошие результаты, чтобы эти результаты позволили вам спокойно подать заявление в тот вуз, в который вы планировали поступить, чтобы этих баллов вам хватило, чтобы вы поступили на бюджетное место. Ну и мы вот буквально со вчерашнего дня стартовали, и в течение месяца будем проводить встречи, мы это назвали приемная кампания 2025, родительское собрание. То есть мы будем подсказывать, консультировать уже в ходе сдачи единого государственного экзамена. Ну и, конечно же, мы Якутия, мы хотим, чтобы вы получили хорошее образование и жили и работали у нас в республике. Спасибо, Михаил Юрьевич. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.